Сегодня наша планета переживает сильные изменения климата. Рекордные температуры, лесные пожары, таяние ледников, высыхание рек. Природные катаклизмы происходят на каждом материке, в каждом регионе, влияя на жизнь каждого из нас. Главный вызов человечества – это климатический кризис, на который мы можем повлиять, только объединившись. Поэтому климатическая дипломатия стала главным инструментом укрепления мира и безопасности и важным средством достижения успеха в переговорах по вопросам климата. We have had great privilege to work with Kyrgyzstan, Tajikistan and Uzbekistan, and with great support from the British government in creating conditions, enabling conditions for improving climate action and climate security in Central Asia. The aim was to build momentum towards a more robust and coherent climate action across the three countries, as well as growing the public awareness. Для решения климатических вопросов в Центральной Азии был реализован проект «Политические действия по обеспечению климатической безопасности» под эгидой ПРООН в Кыргызстане, Таджикистане и Узбекистане при поддержке правительства Великобритании. Проект поддержал дипломатов, политиков и других участников климатической повестки, чтобы привлечь внимание к проблеме климатического кризиса и предпринять эффективные международные действия. So yeah, we as the UK launched this climate program together with UNDP because of course we believe that climate change is one of the biggest challenges that Central Asia is facing these days. While Kyrgyzstan and other countries in the region don't emit many emissions, the impacts of climate change on these mountainous countries will be huge. В рамках проекта были проведены ряд мероприятий в области климатической дипломатии и международных переговоров. В том числе были проведены диалог по климатической политике на региональном уровне и диалоги на национальном уровне в 3 странах, где обсуждались все основные требования Парижского соглашения и национальная готовность к их выполнению. Сейчас страны вступают в фазу реализации ОНУФ. Чтобы обеспечить более эффективную реализацию ОНУФ, необходима постоянная поддержка в наращивании потенциала и работать в странах со всеми заинтересованными сторонами. Так, в рамках его реализации страны региона смогли подготовиться к 26-й конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата, где главное внимание уделялось политическим действиям. На конференции участвовало более 25 тысяч человек из 190 стран мира, где страны Центральной Азии обменялись опытом и знаниями для совместной работы с мировым сообществом по борьбе с климатическим кризисом. Advancing climate diplomacy was a central theme under this partnership. We equipped diplomats, negotiators and policymakers in the 3 countries with essential knowledge, enabling them to engage effectively in the UNFCCC negotiations. As a result, the teams were able to harness the benefits from international cooperation for stronger climate action at also the national levels, and it helped participants to better absorb and understand the opportunities that international cooperation offers for strengthening policy reforms. В рамках данного проекта была оказана поддержка уполномоченному государственному органу по вопросам экологической безопасности и климатической устойчивости и в целом Кабинету министров при формировании и подготовке делегации Кыргызской Республики для участия на 26-й конференции сторон РККОН, которая состоялась в городе Глазго. А именно в октябре и в октябре месяцев состоялись несколько семинаров с участием всех заинтересованных сторон, в том числе академической среды, молодежи, неправительственной организации, также с участием государственных органов для формирования позиции Кыргызской Республики, а также для успешного участия делегации Кыргызской Республики на конференции сторон. Таким образом, мы получили очень хорошую поддержку и консультации от международных экспертов, которые ранее работали в системе или секретариате РККОН, которые изнутри знают процедуры и работы таких больших конференций, и они нам подсказывали, каким образом успешно выступить и поучаствовать как
страна. В 2021 году делегация Кыргызстана во главе с президентом страны приняла участие в главном климатическом событии – встрече сторон рамочной конвенции об изменении климата и третьей встрече сторон Парижского соглашения. A highlight of COP participation was the statement of the President of Kyrgyzstan and the World Leaders Summit on climate policy of the country and its commitment to international cooperation on climate mitigation and solidarity in dealing with the worst impacts from climate change. Мероприятие прошло в Глазго, став одним из самых ожидаемых событий 2021 года. Правительство Кыргызстана, гражданское общество и партнеры по развитию провели обширную подготовительную работу для успешного участия в главном климатическом событии. В чем понимание изменения климата? Это изменение температуры и изменение осадков. Два параметра, которые отвечают как климат. Мы должны, если хотим, чтобы страна, государство развивались очень устойчиво, то мы должны сделать точные модели, точные прогнозы изменения водности и к этому адаптировать наше общество. То есть привыкать использовать бережное отношение к воде. And it's great that the Kyrgyz government at the COP26 summit, they've passed a really ambitious plan. So I think now the focus really needs to be on taking this plan forward, implementing it, and then pushing the boundaries. And not just on the government side. I think equally we need to continue to work through media, civil society, education, for example in schools, on really getting people to engage on this really important topic. Межправительственная группа ученых, куда входит более 100 стран, IPCC, они выпустили уже несколько отчетов и доказали в рамках этого, что изменение климата – это последствия деятельности человека. И поэтому в наших руках сейчас предпринять меры и адаптироваться к изменению климата и сократить наше пагубное воздействие на окружающую среду. Климатический кризис влечет за собой ряд глобальных проблем, и самым ощутимым из них является энергетическая безопасность. Так, в Центральной Азии в рамках проекта в сотрудничестве с Институтом зарубежного развития проводятся 2 исследования, где рассматриваются возможности достижения углеродной нейтральностью странами. Гражданское общество Кыргызстана принимает активное участие в создании превентивных мер по климату. Не последнюю роль в этом играет бизнес-сектор, ведь принципы зеленой экономики уменьшают экологические угрозы и риски и улучшает социально-экологический рост экономики и бизнеса. Частный сектор и частные предприниматели на сегодняшний день внедряют зеленые технологии в первую очередь, потому что это выгодно. Выгодно с точки зрения амортизации инсталируемого оборудования, с одной стороны. С другой стороны, все строят успешные кейсы для того, чтобы на маленьком показать донорам или банкам развития, что зеленые технологии можно внедрять с целью привлечения более крупного капитала в будущем. То есть, другими словами, если одна строительная компания сейчас построит маленький дом с применением зеленых технологий и возобновляемых источников энергии, это послужит примером для того, чтобы привлечь средства для построения следующего уже целого микрорайона. Климатическая дипломатия должна стать приоритетным направлением и для молодых активистов Кыргызстана, ведь будущее планеты в их руках. Присоединение молодежи Кыргызстана к международному климатическому движению – это большая веха в истории страны. Это расширяет возможности молодежи, необходимые для того, чтобы вовлекаться в климатические процессы и иметь возможность участвовать в ключевых решениях по вопросам. Вот сейчас, оглядываясь назад, мне бы хотелось сказать, что нам удалось сделать все наши мероприятия, да и вообще весь проект в целом очень инклюзивным, да, потому что мы действительно прислушивались и собрали, учли голоса, мнения, видения различных акторов в рамках всех наших мероприятий. В эпоху многочисленных конкурирующих кризисов у нас нет другого выбора, как вовлекаться в действие, да? И как раз-таки климатическая дипломатия, в моем понимании, это вот
построения, умение построения качественного диалога и сотрудничества для эффективных климатических действий или действий по борьбе с изменением климата. В прошлом году при поддержке ПРООН мы организовали молодежный караван по изменению климата, где молодые исследователи и сотрудники ПРООН выезжали во все регионы нашей страны и рассказывали про глобальные экологические проблемы, про борьбу с изменением климата и адаптации, митигации к нему. И да, важно отметить, что караван проходил именно в средних государственных школах и молодежных центрах страны, где молодежь с низкой осведомленностью могла узнать о новых глобальных экологических проблемах. Countries can tackle the threat to humanity from climate change if these building blocks are in place. And so with the knowledge created through this joint effort, we now have a real platform to build on going forward.